Одна из брюссельских традиций в апреле-мае на уикенд выбраться в Нидерланды. Это всего пару часов на машине, чтобы увидеть знаменитые поля тюльпанов. В этом году от него пришлось отказаться. И даже теперь, когда в странах ЕС постепенно ослабляют карантин, Нидерланды обращаются к туристам. Тюльпаны не в этот раз. В прошлом некоторые нидерландские цветоводы не скрывали раздражения от туристов, мол, слишком много, они буквально вытаптывают драгоценные поля. Вот как один из фермеров сетовал на неуклюжесть посетителей год назад. Они наступали сюда, между тюльпанов. Те ломались, а после этого они уже никогда не вырастают. От этого очень много вреда. Теперь здесь по туристам скучают и даже придумали, как их подбодрить сообщениями прямо среди цветов. Вот тут, например, написано «Оставайтесь сильными». Без зрителей самые мощные в Европе приливы и отливы во французском Мон-Сен-Мишель. Без слушателей колокола аббатства на вершине скалы. А это австрийская деревенька Хальштадт, где живет меньше 800 человек. Расположена она между живописных гор и озер. После того, как это место стало прообразом королевства Эрендел в диснеевском «Ледяном сердце», Хальштадт превратился в Мекку для инстаграмеров. Ежегодно сюда стали приезжать более миллиона туристов. Это разрушило размеренный ритм жизни австрийской глубинки. Теперь здесь вновь наслаждаются тишиной на улицах и пустотой в кошельках. У нас 4 бизнеса, и ни один из них не дает денег после 17 марта. И я говорю про 0 прибыли. Когда в Европе начнут путешествовать, не знают ни владельцы отелей, ни туристы, ни даже политики. В Брюсселе предупреждают, не стоит ничего планировать до августа. В Италии прогнозируют, международных поездок в этом году не будет, но некоторые страны все еще надеются до начала лета что-нибудь придумать. В Европе туризм прямо или косвенно – это 10-я доля экономики. К примеру, Греция в прошлом году заработала на туристах 18 миллиардов евро. Здесь планируют принимать посетителей с середины июля, хотя и признают, отдых будет необычным. Глупо думать, что все может быть так, как прежде. Но многое мы можем сделать, чтобы восстановить туристическую экономику, туристические потоки. Во время онлайн-конференции министров туризма стран ЕС чиновники предлагали разные варианты. От паспортов здоровья до зеленых коридоров для туристов. Даже обустраивать места отдыха специальным образом, чтобы можно было соблюдать дистанцию. Некоторые страны делают ставку на туризм исключительно внутренний. Испания, власти которой уже предупредили в этом году без приезжих, сейчас ослабила ограничения, и пляжи мгновенно заполонили местные жители. Но пока юг Европы ищет выход из туристического тупика, самые отчаянные отправляются на север. Это норвежский городок за полярным кругом. После того, как почти вся Европа закрылась на локдаун, а в Норвегии ограничились относительно мягкими мерами безопасности, местные пляжи стали манить серферов. Вы только заходите в воду и будто переходите в другую реальность. Вы забываете об этом проклятом коронавирусе. Вы забываете о своих счетах, вы забываете о проблемах. Для вас существуют только волны. И не важно, что вода здесь ледяная, зато волны говорят то, что надо. Григорий Жигалов, Марек Гайдук. Настоящее время. Брюссель.